Рабочая группа по оказанию помощи эвакуированным из Палестины гражданам создана распоряжением главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в августе текущего года, как обозначил сенатор Билан Хамчиев. Она поэтапно проводит работу по обустройству, размещению, оказанию гуманитарной и социальной защиты российским и иностранным гражданам, эвакуированным из Палестины. Каждому палестинцу решением была оказана помощь вместе с фондами и с коммерческими структурами на 2 года, чтобы они могли прожить на жилье оплаченное и год на питание платили. Руководитель рабочей группы Билан Хамчиев отметил, наступает следующий этап социальной адаптации эвакуированных из Палестины граждан. Здесь сенатор призвал подключиться властей на местах, руководителей ведомств и министерств. Чтобы каждый палестинец на учете у нас стоял и максимально где нужно в рамках ваших возможностей, чтобы оказывали каждое министерство, ведомство по здравоохранению, по образованию, везде, чтобы на учет их взяли, где не хватает у вас возможности, подключим и фонды, и коммерческие структуры, будем дальше максимально в необходимых мерах оказывать содействие им. На встрече заслушали доклад о проделанной работе и озвучили вопросы, связанные с социально-бытовым обустройством эвакуированных из Газы. И согласно отчету регионального Миннаца, для оперативного решения вопросов, связанных с адаптацией и интеграцией граждан, находящихся в пункте временного размещения гостиницы «Асса», были определены ответственные из различных ведомств и министерств. Так, Минобр Ингушетии распределил детей школьного возраста по учебным заведениям и классам. Определен перечень школьных принадлежностей, необходимых для их комфортного обучения. Более 2400 наборов канцелярских принадлежностей, комплекты школьных форм и ранцы приобрел сад-гигант Ингушетия. Все дети со 2 сентября у нас пошли в школы в целях обучения палестинских детей, желающих продолжить обучение в университете. Была проведена организационно-подготовительная работа по созданию подготовительного факультета для иностранных граждан с изучением русского языка. Обучение в настоящее время уже проходит 21 человек. Также Управление по вопросам миграции МВД России по Ингушетии провело работу по предоставлению палестинцам гражданства России, вида на жительство и разрешений на временное проживание. Гражданство получили 98 человек. На рассмотрении 19 заявлений. Вид на жительство выдан 11 эвакуированным из Газы. Статус временного убежища у 8, а также состоят на миграционном учете и продлевают визу 40 человек. Оформлены документы на получение пенсии по инвалидности ребенка 2020 года. Также семьи, имеющие детей, начали получать выплаты в рамках указа президента Российской Федерации. За счет средств ООО «Сад-Гигант» Ингушетия произведена оплата за проживание август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцев. На сегодняшний день в Магасе проживают 20 семей, в Назране 9, а в Карабулаке 2 семьи, эвакуированные из государства Палестина. Дети дошкольного и школьного возраста направлены в детские, воспитательные и учебные заведения по месту жительства. Списки с адресами переданы в заинтересованные органы госвласти для оказания им всесторонней помощи, в том числе для интеграции и адаптации в целях обучения детей из сектора Газа русскому языку, привлекли педагогов со знанием арабского языка, рассказал руководитель ингушского Минобра. Все пожелания родителей и рекомендации учителя, которые непосредственно ведут занятия по русскому языку, были учтены, и дети дальнейшем зачислены в классы. 4 декабря Министерство образования и науки поступило письмо с Миннаца по количеству детей, которые переселяются с одного места на другое. Все эти дети будут 9 декабря устроены в школы по месту жительства. Отдельно, как мы с вами договаривались, закрепите ответственного специалиста в каждом районе вместе с мэрами и руководителем муниципального образования, чтобы у нас потом вот то, что мы хорошее делаем, чтобы не превратили в какой-то, как помните, в школе, это даже мы должны отметить здесь, нельзя одну сторону какую-то обвинять, потому что мы знаем и провокаторов, кто там это делал. Мы объективно должны подходить по всем вопросам. Минобр оперативно вмешался, я хочу положительную оценку дать вот по этой теме. И дальше также доведите все до конца. Доклады о проделанной работе зачитали и представители еще нескольких министерств и ведомств. Руководитель рабочей группы Билан Хамчиев дал положительную оценку работавшим в этом направлении, подчеркнув необходимость оказывать всестороннюю помощь и поддержку эвакуированным из Газы. Это задача, поставленная главой республики, и здесь важна консолидация компетентных лиц. Первый зампред правительства Магомед Евлоев призвал собравшихся помнить, что люди претерпели множество лишений, испытали горечь потерь и утрат. Соответственно, нельзя пренебрегать простым человеческим общением, как важнейшим инструментом адаптации палестинцев и интеграции в наше общество. Могу сказать, что самый тяжелый этап интеграции будет сейчас.
потому что они все находились в одном месте, мы их все видели, мы все знаем, где находятся. Сейчас основная нагрузка будет на 3 главных муниципальных образованиях. Поэтому я считаю, будет целесообразным, мэр, у него всегда много задач, определить либо заместителя, либо начальника отдела, который в первую пору каждый день будет контролировать, обходить, смотреть, что, а потом уже по минимуму. Мы гостеприимный народ, но злоупотреблять своим гостеприимством тоже не надо позволять. Поэтому с ними надо работать, с ними надо общаться, что можно, что нельзя. Это такая работа тяжелая, но при этом мы должны учитывать, какая нагрузка была для них и психологически. Мы все это знаем, что большинство из них вообще приехали лишь частью своей семьи, поэтому им тяжело. И мы должны это все понимать. Поэтому не так, чтобы ради отчетности, вот Илам Багудинович нас собрал, мы красивые цифры назвали, а по сути у людей на самом деле проблема. Если эти проблемы будут, должны их решать вы на месте. Если у вас не получается, вы обращаетесь к нам. Набиль Эль-Джубейли, корреспондент интернет-портала «Араб Репорт», выражает благодарность ингушскому народу за помощь и поддержку, солидарность и сопереживание. Отметил вклад собравшийся в дело интеграции и адаптации эвакуированных российских и иностранных граждан из государства Палестина. Они довольны, они рады, именно благодарны, что вы, Сад-Гигант, для них сделано. Это подарок, огромный подарок, и они все приняли его от души, и все благодарны. От школы тоже дети начали учить, взрослые тоже, они пошли в университете, они уже для учебы русского языка. Я думаю, что миссия станет легче, потому что они должны адаптировать, и вы почти много для этого сделали. Поэтому вопросы остались немного. Кто не получил документы, мы работаем с иммиграционной службой, что они получили. Кто хочет потом в будущем найти работу, мы тоже будем помогать найти для него работу. И я думаю, дети, когда начинают разговаривать на русском, им в школе будет намного легче. Еще раз мы благодарим вас. Адам Мережков, Маултгири Ахильгов, Магаз 24.